Книгоиздательская деятельность в Уфе не останавливалась даже в суровые годы Великой Отечественной войны. Оно и понятно, для поднятия боевого духа нужна была художественная литература. Но ей все не ограничивалось, печатались и литературоведческие книги. Теория литературы Ахнафа Хариса была бы одной из, если бы не дарственная надпись и богатая история, стоящая за ней. С виду это обычная книга на тонкой серой бумаге. Хотя она и обозначена просто как учебник для средней школы по предмету теории литературы, содержание ее гораздо глубже и шире. В предисловии автор указывает, что учебник этот будет полезен и учителям, а также начинающим поэтам и писателям, да и вообще любителям литературы. Разбираются стили, методы, жанры, особенности языка художественной литературы, основы поэзии и даже фольклор. Тираж всего издания 3000 экземпляров. Вот у меня в руках одна из таких уникальных книг «Теория литературы», изданная в 1944 году, автором которой является Ахнаф Харисов. Уникальность этой книги является то, что 21 октября 1944 года Сайфи Кудаш в связи с праздником Октябрьской революции прислал на фронт Гайнану Амири эту книгу со своим автографом. Гайнан Амири – башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист. В годы Великой Отечественной войны гвардии старший лейтенант Гайнан Амири был начальником связи штаба бригады. Принимал участие в боях под Москвой, за Сталинград, на Курской дуге, на Днепре, награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды и медалями. С конца августа 1942 года и до последнего выстрела Сталинградского сражения он вел бои в районе знаменитого тракторного завода. С 15 октября по 17 ноября пришлось сражаться в окружении на так называемом Гороховском пятачке. Пятачок этот составлял всего лишь 2 квадратных километра. Там-то писатель Константин Симонов встретился с Гайнаном Амири и впоследствии сделал его прообразом капитана Соборова в повести «Дни и ночи». И во время войны поэт не расставался с творчеством. В перерывах между боями он продолжал писать стихи, очерки, листовки. К сожалению, доподлинно неизвестно, просил ли Гайнан Амири, чтобы Сайфи Кудаш прислал ему эту книгу, или же это всецелая инициатива старшего товарища по перу. Как бы там ни было, в октябре 1944 года книга «Теория литературы» попала на фронт.